здесь как раз находится тот тепловой пункт. Вот видите, там дверка есть небольшая, которая качает воду на 2 отдельно стоящих дома. До 2017 года горячая вода в этот дом подавалась централизованно. Потом установили индивидуальный тепловой пункт в рамках городской программы модернизации сетей. После этого начались проблемы. Вода недостаточно горячая. Подо мной живет человек на 8-м этаже. Он жалуется, что ему вот он утром встает 4:30 утра. Ему нужно на работу, он спускает воду, никак не может, все холодное и холодное. Активист Домуправления Андрей Храмов считает виной всему неправильные расчеты при установке теплового пункта. Их 24-й дом фактически 2 отдельные 9-этажки. Он уверен, у каждой должно быть отдельное оборудование по нагреву воды. Что мешало им поставить в каждый дом по тепловому пункту, мы пока не знаем. Никто ответить на этот вопрос не может. Обещанная экономия ресурсов после установки теплового пункта для жителей не наступила. Цифры в платежках меньше не стали, да и потребление электроэнергии тоже, говорят они. Если они поставили бы тепловой пункт и в том тоже доме, который находится за моей спиной, естественно, сбережение энергии было бы гораздо эффективнее, потому что не надо передавать горячую воду было бы по улице, не надо было гонять воду из одного конца одного дома в конец другого дома на насосами. Это 24-й дом, построенный буквой «Г» на балансе управляющей компании «Уютный дом». О проблемах с горячей водой здесь знают. За 3 месяца приняли от жильцов 7 заявок. Но в УК считают, что причина не в тепловом пункте. Проблемы с горячей водой на сегодняшний день у нас частичные. Бывает по квартирам обращения из-за зашлаковой системы, из-за подмеса или иных моментов. Это все у нас отрабатывается в рабочем режиме. По словам Раиля Файзуллина, один тепловой пункт установили на основе расчетов специалистов, и это было единственное возможное решение. Это изначально является одним домом, хотя и она расположена буквой «Г». Данным же вопросом занимались специалисты, они же рассчитывали, проектное решение же сделано на основании расчетов и тех условий, которые выданы. Соответственно, по расчетам, по параметрам, которые были заданы, данное оборудование удовлетворяет требованиям. Это другая казанская многоэтажка, построенная также буквой «Г». Но здесь дома имеют разные адреса. Амирхана 14А и 14Б. И 2 отдельных тепловых пункта. Они изначально были предусмотрены в проекте застройщика. Но и в этих домах случались перебои с горячей водой. Управляющая компания находила решение. Бывает так, что мы ставим на крайние, стояки, которые у нас, если горячая вода плохо поступает в квартиры наших жителей, мы ставим дополнительное насосное оборудование, циркуляционные насосы. Еще важно вовремя обслуживать тепловой пункт, чем должна заниматься управляющая компания. В случае с домом на Гаврилова насосы, повышающие давление, здесь уже поставили. В УК говорят, дом 1986 года постройки. Трубы ГВС уже обветшали. Капремонт здесь запланирован только на 2029 год. Вероника Гайнудинова, Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.